Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Президент Аслан Бжания встретился с постоянным представителем ПРООН в Абхазии Луизой Винтон по случаю ее последнего визита в занимаемой должности. Аслан Бжания поблагодарил Луизу Винтон за помощь, оказанную республике за время ее пребывания на посту постоянного представителя ПРООН. В рамках встречи также обсуждались вопросы содействия в поддержании ситуации в энергетической отрасли страны. В Москве состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности премьер-министра, министра финансов Абхазии Владимира Дылба с заместителем министра финансов Российской Федерации Тимуром Максимовым, сообщает пресс-служба правительства Абхазии. Основной темой встречи стал вопрос реструктуризации задолженности по российско-абхазскому межправительственному соглашению о предоставлении правительству Абхазии государственного экспортного кредита в целях восстановления и развития железной дороги от 24 декабря 2010 года. В ходе встречи, учитывая обращение абхазской стороны, представители финансовых органов России и Абхазии договорились о детальной проработке предложения по решению данного вопроса в удобном для двух сторон исполнении. Баграт Боджгуа утвержден в должности главы администрации Гудаутского района. На заседании собрания Гудаутского района депутаты большинством голосов одобрили его кандидатуру. Баграт Боджгуа был назначен исполняющим обязанности главы Гудаутского района указом президента Абхазии Аслана Бжания в мае 2020 года. Боджгуа сменил на этом посту Руслана Ладария. На заседании 29 января депутаты собрания Гудаутского района не утвердили кандидатуру Боджгуа в должности главы районной администрации. Ему тогда не хватило одного голоса. Президент Абхазии Аслан Бжания повторно направил документы в собрание Гудаутского района о рассмотрении кандидатуры Баграта Боджгуа на пост главы администрации района 4 марта. 18 марта вечером в селе Дурипш Гудаутского района загорелся двухэтажный дом. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС в 21 час 48 минут. К приезду пожарных дом был полностью охвачен огнем. Огонь тушили два пожарных расчета. Несмотря на усилия пожарных, дом сгорел полностью. Причины пожара устанавливаются, пострадавших нет. Продолжаем информировать о населении о текущей эпидемиологической обстановке в республике. По данным Оперштаба по защите населения от коронавируса на 18 марта общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 13 167 человек. Зарегистрировано 206 летальных случаев, выздоровели 12 610 человек. Больше года назад пришла весть из Всемирной организации здравоохранения. Пандемия COVID-19 бушует во всем мире. Новая коронавирусная инфекция какое-то время держалась за пределами Абхазии. Вскоре вспышка началась и у нас. Больницы были заполнены. Гудаутская центральная районная больница стала резервным госпиталем для больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. В реанимационном отделе лежали по несколько тяжело больных одновременно. Не хватало рук. Однако сегодня здесь картина иная. Хотя врачи по-прежнему на дежурстве и находятся в красной зоне. С ними мы смогли связаться только по телефону. Последние 2 недели отмечается снижение уровня количества заболеваемости и обращаемости в наш госпиталь. Но это не означает, что надо отказаться от элементарных правил поведения для того, чтобы предупредить вновь вспышку и распространение коронавирусной инфекции. Надо обязательно продолжать соблюдать элементарные правила. Это дистанцию, это масочный режим, это ограничение пребывания в местах массового скопления людей, это элементарные правила гигиены рук. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 33 пациента. Из них 23 ковид-положительных, 8 человек в тяжелом состоянии, 15 в средней степени тяжести. И мы надеемся, что наш основной корпус больницы заработает в обычном штатном режиме, и инфекционный блок будет, конечно же, продолжать работать по приему и лечению больных с коронавирусной инфекцией. Но это произойдет только после снятия карантинных мероприятий и приказа Министерства здравоохранения. Ачимчирская ЦРБ начала принимать первых пациентов в октябре 2020 года. За время пандемии здесь было протестировано 5100 человек. Из них 1251 были ковид-положительными. Сегодня на стационарном лечении 5 больных, 3 из них средней степени тяжести. Стационарное лечение прошли у нас в нашем отделении 310 человек.
Если это в целом за весь период нашей работы, хочу сказать, что вот в этом месяце наметилась тенденция к снижению подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Вот в марте, с 1 марта по сегодняшний день протестировано 276 человек. Из них положительных случаев 21. Вот. И если смотреть по стационару, то у нас на стационарном лечении в феврале месяце пролежало 22 пациента. Такая тенденция у нас уже была. Был некий спад в начале декабря, потом опять все пошло на возрастание, поэтому хочется, чтобы наше население не расслаблялось и помнило о том, что нужно также продолжать соблюдать все меры предосторожности. Количество людей, обращающихся в поликлинику и в больницу, уменьшилось ненамного, так как сейчас идет симптоматика сезонного гриппа, добавила Мадонна Кишмария. Ачимчистская больница работает в обычном режиме. Как и прежде, при поликлинике существуют кабинеты, которые занимаются забором биоматериала. 2 кабинета для детей педиатрические и для взрослых терапевтические, где принимаются пациенты с симптомами простуды. Одновременно работают все остальные консультативные кабинеты, и также ведется прием всех амбулаторных больных, в том числе и соматических. В Сухумской инфекционной больнице находится 21 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, 6 в тяжелом состоянии. В Гагарской ЦРБ 8 стационарных, из них 3 тяжелых, 5 пациентов средней степени тяжести. Самая благополучная ситуация в Тхуарчале. Здесь уже 2 недели не выявляли COVID-положительных, и в районе на сегодняшний день коронавирусных нет. Из Тхуарчалской ЦРБ на днях выписан последний COVID-пациент. Однако при необходимости инфекционное отделение будет принимать больных. Если у нас в стране болезнь пошла на спад, то на Европу обрушилась 3-я волна коронавируса. Во вспышке заболеваемости винят новые мутации вируса. Суточный прирост новых заболевших достиг рекордных показателей с начала февраля, что привело к возобновлению ограничений, комендантского часа и даже фактического локдауна в некоторых странах. В Италии ввели жесткие ограничения, опасаясь повторения трагичных событий прошлой весны. Ситуация весьма тревожна и в столичном регионе Франции. Здесь каждые 12 минут в отделении интенсивной терапии попадает 1 парижанин. Ограничения действуют и у нас, но в более мягкой форме. И все же мы должны понимать, что коронавирус никуда не ушел. Поэтому как минимум масочный режим и соблюдение социальной дистанции остаются в силе. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Из Абхазии в Россию вывезено более 10 тысяч аппаратов по добыче криптовалют, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеце. По его словам, для перевоза оборудования нужно оформить таможенную декларацию, написать заявление на имя начальника таможенного поста, иметь счет-фактуру. Также необходимо оплатить таможенный сбор, который составляет 0,1% от таможенной стоимости товара. В Абхазии до 1 июня запрещена деятельность по добыче криптовалют, а также введено временное ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют. Каштановые леса Абхазии. Вчера, сегодня, завтра в Абхазском государственном музее открылась выставка, посвященная каштановым деревьям. Организаторы – Абхазский государственный музей и Международная продовольственная и сельскохозяйственная организация ФАО. На выставке также представлены разнообразные блюда из каштана. Амгял, ачапа разных видов, в том числе ахячапа, а также фаршированная курица с использованием каштановой муки. Вкусное мероприятие посетила и наша съемочная группа «Репортаж Гугуц» и Вардания. Соединение природы, истории и этнографии – все это можно увидеть на выставке под названием «Каштановые леса Абхазии. Вчера, сегодня, завтра». В эти дни в одном из залов Государственного музея на фото представлены каштаны как один из самых ярких элементов ландшафта Абхазии и особой экологической системы. Подписи к снимкам рассказывают о том, что каштановые деревья в Абхазии являются аборигенами и произрастали еще в доледниковое время. Далее экспозиция рассказывает, как каштан выживал после этого периода. Следующая часть выставки посвящена этнографии и подделкам из каштанового дерева. Древесина каштана издревле использовалась в Абхазии. Из каштана строили дома. Эти дома были самые теплые, самые удобные, самые красивые. Вот в экспозиции мы собрали большую коллекцию фотографий домов, собранных почти по всей территории Абхазии.
Дома очень красивые, украшались каждым хозяином с любовью. Видно, что за ними ухаживают и по сей день, даже если не живут в этих домах. В экспозиции интересные снимки, на которых изображено использование каштанов при различных ритуалах. Например, представители рода Лейба до сих пор используют каштановые листья и плоды для выпечки ритуального хлеба. Это запечатлено на фото. Здесь есть как современные фотографии, так и снимки, которым более 100 лет. В другой части экспозиции рассказы о зарубежном опыте сохранения каштановых деревьев. В настоящее время каштановые леса в Абхазии болеют. Появилось немало вредителей. Поэтому главная цель выставки – обратить внимание общественности на проблему, которая возникла в результате неразумной хозяйственной деятельности человека. Люди вырубали лес нещадно, и все это вызывало распространение болезни. В последние годы к нам попала каштановая орехотворка, еще один вредитель, который наносит очень серьезный ущерб каштановым насаждениям. Ситуация действительно серьезная. Ну вот сейчас Институт экологии занимается очень серьезно этой проблемой. Плоды каштана в Абхазии издревле использовали в пищу. Их сушили, мололи, из муки готовили различные блюда, добавляя специи, мед, пряности и зелень. Поэтому следующая часть выставки оказалась для посетителей самой интересной. Наверное, немногие знали, что существует несколько разновидностей блюд, в состав которых входят каштаны и каштановая мука, халва, несколько видов ачепа, акалмыш, жареные каштаны, заправленные медом, курица, фаршированная каштаном, амгял и другие блюда. Сегодня есть такая возможность попробовать, как каштан используют в приготовлении. То есть как обыкновенный орех мы привыкли, да, в любую еду, и ачепа, и то есть все возможные, даже какие-то кондитерские, да, как добавка, как обыкновенный орех. И очень вкусно. Для многих эта выставка оказалась познавательной. Люди открыли для себя интересные факты о каштане. Оказывается, были традиции, которые приготовления разных интересных блюд. Естественно, и как в качестве строительного материала для домов всевозможных жилищ. То есть это такое переплетение истории дерева с историей человека. Это всегда очень интересно и познавательно. Выставка в Абхазском государственном музее продлится до 26 марта. Посетить ее может любой желающий с 10 утра до 17:00. Экспозиция организована Абхазским государственным музеем при поддержке Международной продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО. Гугу Савардани, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. 22 марта завершается выдвижение кандидатов в депутаты органов местного самоуправления Абхазии. По данным на 19 марта в Галской районной избирательной комиссии зарегистрировано 6 инициативных групп, в Ткварчалской – 22, в Очамчирской – 15 кандидатов в депутаты от политической партии Амцахара и 39 инициативных групп. В Гулрыбской районной избирательной комиссии зарегистрирована 21 инициативная группа, в Сухумской – 44, в Новом Афоне – 11. В Гудаутской районной избирательной комиссии зарегистрирована 61 инициативная группа, в Гагарской – 29, в Пицунде – 12. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Абхазии 11 апреля. В Абхазию на тренировочные сборы приехали спортсмены детско-юношеской академии футбольного клуба «Зенит». Сборы продлятся до конца месяца. Тренировочная программа ожидается насыщенной. Главным событием пребывания юных футболистов в Абхазии станет официальное открытие филиала академии «Зенит» в нашей стране. Планируется открытие 2 отделений в городах Сухум и Новый Афон. Обучаться в футбольной школе смогут дети от 6 до 13 лет, а наиболее талантливые получат возможность отправиться в Санкт-Петербургский «Зенит» на дальнейшее обучение. Они нам предоставили план тренировочного сбора, который будет протекать с 19 по 31 марта. Там входят возрастные категории с 2005 года по 2011 год. 2 возрастные категории с 2010 и 2011 года они будут находиться и проходить тренировочные сборы в городе Новый Афон, а все остальные будут проходить уже в городе Сухум. То есть задействовали 2 стадиона, это стадион Учхоз и стадион «Динамо». В процессе тренировочного сбора они хотели, чтобы мы организовали им тренировочные матчи. То есть будет возможность у наших тренеров, наших местных команд сыграть с ними товарищеские матчи. От лица Федерации футбола и всего футбольного сообщества хочу поблагодарить представителей команд Академии «Зенита». Они делают то, что сегодня способствует развитию нашего абхазского футбола. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу временами дождь, в воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 2,7, днем 7-12 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.